Природа предоставила женщинам важнейшие функции, ведь назначение женщины на Земле – продолжать род человеческий. Но в разные периоды существования человечества роль женщины в обществе не была одинаковой. Сегодня женщины не только на кухне, в детсаду и в магазине, но и в политике, бизнесе. Они занимают достойную нишу. Я работаю в качестве секретаря муниципального совета с января 2006 года. Нынешний наш муниципальный совет представлен 27 советниками. Из них 4 в совете, 4 женщины. Все эти 4 женщины, советницы, неактивно принимают участие в работе муниципального совета. Все они входят в состав профильных комиссий, консультативных комиссий муниципального совета. Всех этих женщин объединяет деловой подход к решению задач, способствующих улучшению нашего города. Издавна сложившийся в гагаузском обществе стереотип о женском предназначении не позволяет слабому полу быть на равных правах с мужчинами. По данным 2010 года, на сегодняшний день в Гагаузии только 3% женщин занимают высокие должности, 2% из которых сфера образования. То, что сегодня женщина стремится занять, нет, она еще не заняла достойное место рядом с мужчиной, это, наверное, правильно. Потому что изначально женщина была создана по образу подобия мужчины, следовательно, она равна ему. А если она равна, то она должна иметь равные права, и она должна быть представлена везде. И в бизнесе, и в политике, и во всех сферах, которые имеются в современном обществе. К сожалению, не все опрошенные нами мужчины придерживаются такого мнения. 3 из 4 мужчин сказали, что главная задача женщины – это чтобы кастрюли были полными, а дети воспитанными. Какова роль женщины? Женщина – это мать детей. И все зависит от женщин. Нету женщин, ничего не будет. Я думаю, что женщина должна заниматься не только домашними делами, как бы готовить, кушать, убирать по дому, но она также имеет право зарабатывать во благо семьи, так же, как ее муж. Женщина должна заниматься своей работой, женской. Какой? Ну, семья, учеба, дети, воспитание детей, ну и хозяйство. То есть мужчина пришел с работы, и жена там где-то шеф, он начинает чистить картошки, я буду чистить сегодня, а завтра, послезавтра. Значит, я должен, сколько она будет на власть, я должен чистить картошку. Женщина всегда стоит перед выбором. Если работает, то она не может в полной мере отдаваться семье. И наоборот, семейные проблемы мешают женщинам в становлении карьеры. А наше государство, к сожалению, пока что не помогает своим гражданам, так как само переживает не лучшие времена.